Sejumlah prajurit angkatan bersenjata Ukraina memilih menyerah ke unit khusus Ahmad, Chechnya di dekat Severodonetsk. Namun 16 rekan lainnya kurang beruntung karena memilih bertempur. Tentara Chechnya hanya mengampuni prajurit yang meletakkan senjata sukarela. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan Luhansk dan Donetsk tinggal menghitung hari sebelum dikuasai total militer Federasi Rusia. Baru-baru ini, Kadyrov membuat situasi dengan NATO memanas menyusul permintaannya ke Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menyerang Polandia karena dianggap sudah terlalu dalam ikut campur di Ukraina. Абсолютно, как говорится, не имеют никакого желания воевать, по сути своей получается, что люди, которых насильно загоняют в эти окопы. Ну тоже выбора, что особо нет, никто не спрашивает, хочешь ты или не хочешь. Они перекрыли границы, ты со страны никуда не уедешь, ну и все, либо ты едешь, куда тебе скажут, либо там тюрьма и все остальное. А тут отношения хорошие к нам, именно вот Еда, вода. и еда, вода, и поспать дали, и нормально. Тут мы чувствуем себя в безопасности больше, чем там. Да, ну, Мы просто хотим вернуться домой и все, с родными. штаб отступил на 70 километров, а нам сказали, ну мы говорим, нас будут когда-то менять или мы будем в этих... Нам сказали, пацаны, вас никто никогда уже менять не будет. Типа нас уже там уже оставили. Я там никого не видел из, вот, как нам говорят, из врагов, никого не видел. Как только я услышал, Я вчера вот пару раз увидел. Я всегда задаю вопрос, как сработал спецназ Ахмат? я услышал, сдавайтесь. Мы когда услышали, что можно сдаться, мы сразу сдались, мы даже не стреляли. Там рыли окоп, нет еды нам не дают, ни воды не дают. Ну, они знали, что нас туда кидают просто на... Что мы не вернемся типа туда. Оттуда изъявили желание сдаться еще 16 бойцов, непосредственно вот ребята, которые с ними были в одних окопах. Эти 16 бойцов, когда на той стороне узнали о том, что они сдаются, их обстреляли, значит, с градов, и их же товарищи, получается, по сути своей уничтожили эту группу своих же бойцов, которые приняли решение сдаться. То есть у нас получается такая картина, что на сегодняшний день уже наш противник, по сути своей, уже готов сдаться, готов бросить свои позиции, но сзади них сидят некоторые представители разных националистических подразделений и организаций, которые именно за такие решения их расстреливают, а потом еще и расстреливают их со всех, как говорится, орудий разного калибра, с чего только можно, лишь бы они не сдались. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.